Я дарю тебе победу, ты гоняй на ней по свету, береги ее и помни сквозь года, почему она победа. Участников автопробега провожала фронтовая агитбригада в лице работников центра НУР. Под песни о войне и победе мужчины-водители и их пассажиры украшали свои транспортные средства, которые скоро тронутся в путь. Первым поедет машина бойца с позывным «Кореш». Сейчас военнослужащий из Нижнего Нурлата находится в отпуске по ранению, но своего боевого коня, на котором приехал из зоны специальной военной операции, подготовил. Второе место в колонне за трофейным автомобилем. Этот ГАЗ-69 добыт в бою нашими пацанами полка 1233. Вот пацаны передали его к нам в Нурлат музей для воспитания подрастающего поколения. Он в прошлом году принимал участие на параде Победы Сабантуй. Акцию нижненурлатцев поддержали и члены боевого братства, которые на днях приехали из Волгограда с вахтой памяти. На раскопках удалось поднять 23 бойцов Великой Отечественной, один из которых оказался с именным медальоном. Это важное мероприятие, потому что мы никогда не забудем память наших предков, их подвиги, потому что они вернули нам мир, Вторую мировую войну. Вот сейчас идет специальная военная операция. Наши ребята продолжают ихний путь. Борьба с нацизмом, фашизмом. Проводить участников автопробега в путь-дорожку вышли и жители микрорайона. Мы очень рады, что наша молодежь не забывает День Победы. Я горжусь, что автопробег открывается, точка открытия с нашей деревни Нижний Нурлат. Дай Бог, это продолжается. Мы гордимся. И вышли вот понаблюдать, мы и духом, и телом вместе с ними. Сами не рулим, но духом с ними. И вот колонны из 14 автомобилей трогаются в путь. С развивающимися флагами на медленной скорости они поедут по улицам и микрорайонам города, где установлены памятники защитникам Отечества. Колонна автомобилей приближается к мемориальному комплексу у Вечного огня. Среди тех, кто сегодня отдал дань памяти солдатам Великой Отечественной, есть и семья Алиповых. Супруги помогают землякам со сбором гуманитарной помощи и отправкой ее за ленточку. Также поддерживают детские дома Луганской Народной Республики. Мы помним, мы гордимся нашими героями. И мы хотим, чтобы каждый живущий на этой планете знали и помнили, что эта победа наша, и мы эту победу никому не отдадим. И эта победа, которая вот-вот наступит, она будет нашей. Сегодняшняя акция удалась, я думаю, отлично. Мы такую акцию проводим второй год. И вот в этом году, к 80-летию Победы, я думаю, вы сами видите масштаб вообще автопробега. У меня были слезы на глазах от того, что это так красиво и это такое значение мы придаем. Автопробег завершился. Участники долго не расходились, сделали памятные фото в честь 80-летия Великой Победы. Гульнас Хасаншина, Вячеслав Харченко, Вести Нурлата.